Юное поколение города Мирного вышло на акцию по благоустройству. В частности, дети закрасили нецензурные надписи на стенах заборов и зданий. Наталья Николаева подробнее. Ленинградский проспект Мирного – одна из старейших улиц нашего города, основана еще первопроходцами. Кроме величественного Свято-Троицкого храма, ее украшает и ряд других современных строений, которые гармонично сливаются в едином архитектурном ансамбле алмазной столицы. Но наряду с этим великолепием здесь также находятся менее презентабельные уголки, на которых, к сожалению, чаще всего останавливается глаз. Вот такие надписи украшают в кавычках немало стен и заборов Мирного. И когда власти города не могут вовремя отреагировать на очередную хулиганскую выходку, им на помощь приходит подрастающее поколение. 10 сентября они вышли на улицы, чтобы внести свою лепту в облагораживание территории алмазной столицы. Мы хотим защитить наш город, и мы хотим сделать, чтобы мир стал добрее и чище. Мы хотим избавиться от всех этих ужасных надписей и сделать наш мир более чистым и ярким, чтобы их наполняли хорошие слова, а не ужасные. Мы будем очень рады, если кто-нибудь нас услышит и поможет. Детскую инициативу поддержали в Мирнинском управлении автомобильных дорог. Обеспечили красками, кисточками, выделили транспорт. А художник предприятия по просьбе детей сделал трафарет новых добрых фраз. Неравнодушными к происходящему остались и прохожие. Тех, кто вот эти нецензурные слова по заборам пишет, их надо просто привлекать к ответственности, вернее, родителей этих вандалов. Я считаю, что необходимо просто вот этот ближайшую субботу сделать такой субботник, выйти с кисточками, с краской и закрасить это все безобразие. Это будет благородное дело. Далее, 11 сентября, ребята продолжили начатое. Вооружившись заранее приготовленными трафаретами с надписями «Твори добро», «Пусть всегда будет солнце», «Как прекрасен этот мир», поверх ранее закрашенной нецензурщины они написали то, что, по их мнению, должно быть девизом каждого мирнинца. Мы все очень любим винить окружающих и особенно власть в происходящем вокруг. К тому же учим своих детей и не желаем вспоминать народную мудрость. Что посеешь, то и пожнешь. Подобное детское начинание станет хорошим примером взрослым и положит начало череде 100 добрых дел, приуроченных к празднованию юбилея алмазной столицы.